Здравствуйте! В эфире «Время региональных вестей». С вами Мадина Кураева. И в начале главные темы выпуска. Читай на родном языке. Министр культуры региона Айшат Кадырова запустила новую эстафету. Участие в ней приняли сотрудники СМИ республики во главе с Ахмедом Дудаевым. Просторные и уютные святыни. На данный момент здесь ведутся бетонные работы. В Грозном активными темпами идет строительство новых мечетей. Подробнее в нашем эфире. Уникальный зал. Люди приходят, им же не только приборы, им еще хочется видеть, что у нас в лесу. В этом выпуске мы расскажем о первом на юге страны музее леса, который находится в Чеченской Республике. В честь года чеченского языка министр культуры региона Айшат Кадырова запустила эстафету «Читай на родном языке». В рамках этой акции нужно пополнить уличные библиотеки книгами, а взамен можно брать другие. Одним из первых к эстафете присоединился помощник главы Чеченской Республики, министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации вместе с руководителями СМИ. Они увеличили уличный книжный фонд произведениями чеченских авторов. Ахмед Дудаев поблагодарил Рамзана Кадырова и Айшат Кадырову за инициативу проведения очередного мероприятия, направленного на популяризацию родной речи. نوخش وبوخش نوخش مستعيزة خديز نوخش مفليسة خديز يشة خديز فأقول على ويت عن أقول ده دقة أسيع خاتم بس شو هاي وين دال مطلع وأسيع خاطر بردو نيس بردو نوخش مفلي وريع برش بريح نان بوزي تريح مرز بريح ويقع بالخاتم رش سيدال مطلع وقاح بردو. Управление МЧС России по Чеченской Республике проводит профилактические мероприятия, направленные на предупреждение взрывов, пожаров и других бедствий, связанных с неправильной эксплуатацией газовых и электроприборов. Проведя брифинг для сотрудников республиканских СМИ, спасатели призвали население с ответственностью относиться к собственной безопасности, к жизни и здоровью тех, кто нас окружает. Стоит отметить, что ежегодно несчастные случаи приходятся именно на зимний период, время отопительного сезона. Как показывает практика, основные причины, связанные со взрывом бытового газа, это отсутствие проведения работ по проверке внутриквартирного и внутридомового газового оборудования и вентиляции. Во исполнении указаний начальника Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Цакаева Алихана Гармановича, а также в целях стабилизации пожарной обстановки, предотвращения гибели и травмирования людей на пожарах во всех городах и муниципальных образованиях республики Главным управлением совместно со специалистами газовой службы, энергетики с привлечением участковых служб организованно и проводится масштабная профилактическая работа с населением. В Грозном функционирует уникальный демонстрационный зал защиты леса. Это первый на юге страны такой музей, где выставлены более 300 экспонатов и фотографий из лесов Чеченской Республики и не только. Амина Тупилагова расскажет подробнее. Вот во время Советского Союза, в советские времена были вот такие вот кабинеты лесничих. Здесь каждый экспонат это с тех времен. Элементы делопроизводства времен СССР от бланков строгой отчетности до телефона с крутящимся набором цифр. Даже сейф – очевидец вихря различных событий. А вокруг сидят люди, которые работали как раз при таких условиях. Музей леса, между прочим, первый на юге России, открылся в Чеченской Республике еще в 2021 году. Первое, что у нас это были старые приборы лесохозяйственные, которые годами собирались и готовились для этого музея. Но как только предоставилась такая возможность, мы эти приборы в этот музей выставили. А их в коллекции уже более 100, начиная от тех, что использовались в лесном хозяйстве с 18 века, ну и, конечно же, их современные преемники. Что-то, на первый взгляд, совершенно неприметное кроет в себе огромный смысл. Прибор, который называется бусоль. Это обыкновенный компас с прицелом уже. А они разного вида? Это разного. Это, например, ориентир бусоль – это дополнение
к теодолиту. Лес начинается с семени. На стендах их огромное разнообразие. В основном представлены те, что произрастают на территории региона. Люди приходят, им же не только вот приборы, им еще хочется видеть, что у нас в лесу. Вот поэтому мы хотели показать, вот что у нас здесь, какие породы, какие семена. Вот это у нас туя. Ну, это для озеленения применяется. Есть у нас акация. Вот акация. Но акация это медонос, все его знают хорошо. Это хорошее дерево, быстро растущее дерево. И в основном растет равнинная часть и эзотеричной зоне. В коллекции представлены наглядные пособия лесной живности, чучело животных и коллекция засушенных насекомых. Также есть сделанные из дерева предметы, которые уже вышли из обихода и стали украшением музея, ввергая более взрослое поколение посетителей в воспоминания. Литература, так или иначе связанная с лесничеством. Внимание привлекает и сруб дерева 1918 года. Возраст удалось отсчитать по числу колец. На некоторых из них стоят флажки, демонстрирующие значимые исторические события того же года. В музее очень много различных экспонатов и, конечно же, полезной информации. К примеру, этот стенд демонстрирует названия лесных растений на 3 языках – латинском, русском и чеченском. У музея леса уже есть свои преданные посетители. Хасид Усуев бывает здесь часто, но каждый раз открывает для себя что-то новое. Дичду, дик бог бин ахег, шенгоуза лахиларе терра, эхлешвей, эхна пайдахер больш, хайец масал дольш, волшту амбуабуар. Сама же идея создания зрела с 90-х годов прошлого столетия, но реализовать получилось лишь спустя многие годы. Все экспонаты были заботливо собраны сотрудниками, в числе которых заслуженные лесоводы Чеченской Республики и даже страны. Сперва это был всего лишь уголок, который вырос в демонстративный зал, а теперь и то, что мы видим. Один из лучших тематических музеев, который удалось создать благодаря любви людей к своему делу и их благим помыслам. Первая цель, чтобы наше поколение изучало все богатства природы леса. Здесь все заложены, начиная от семян и кончая дерево. Все закладывалось и собиралось для того, чтобы наше поколение будущее знали, что такое дерево, для изучения дерева. Музей только в самом начале своего развития. Работа продолжается, и экспонаты практически со всех регионов России заполняют зал по сей день. Амина Тупилагова, Магомед Басаев, Сайтель Мампукаев. Вести. Чеченская Республика. В Грозном активными темпами продолжается строительство мечети. Одна святыня вместимостью 2500 прихожан, другая может принять более 4000 верующих. Возводятся они за счет средств регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. О том, на каком этапе работы, узнавала Лейла Муртазова. Новая мечеть расположилась по улице Жуковского города Грозного. Ее строительство было начато в прошлом году. На данном этапе на объекте прокладываются инженерные и электрические сети. Возводятся минареты, ведутся работы по внутренней и внешней облицовке здания. Материал наш гранит по фасадам, облицовка. Сейчас также ведутся работы по обрамлению куполов. Святыня одновременно может принять 2500 прихожан. Возводится мечеть за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Она будет носить имя главы региона Рамзана Кадырова. По проспекту Мухаммада Али строится еще одна мечеть. На данный момент здесь ведутся бетонные работы. Высота шестигранных минаретов 61 метр. Они будут названы в честь 5 сотрудников, которые погибли при исполнении служебного долга. Площадь мечети составляет 2070 квадратных метров. Она имеет 2 этажа и будет вмещать в себя 4400 человек. Отделка здания, а также лестницы будут выполняться из природного камня. В данный момент я позвал, что дальше лестничную наружно битлами бимбелцан гидроизоляцию и обратно засыпка еще гидроизоляция. Продолжите еще легче минусовой температуры плюс температура хлмахлаха. Дальше продолжение гидроизоляции дайрюй наружно лестничную дойрдуй. Минарет чуй дайвалши тоже это шкач талюхчуй минарет. Хавай говорил, что минарет это диждандуй
первый, пятый, минарет тухоши. Искренне рады такому дорогому подарку и местные жители, ведь теперь для того, чтобы совершать молитву, им не надо ездить в другие районы города. В самое ближайшее время эти мечети будут принимать верующих, где они смогут совершать молитвы в просторных и уютных святынях. Лайла Муртазова, Шейх Мансур Умалатов, Саид Селим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. В мемориальном комплексе славы имени Ахмата Хаджи Кадырова состоялось открытие персональной выставки члена Союза художников России Игоря Хоронько под названием «Память о прошлом и настоящем для будущего». Основной акцент мастер сделал на красоте местной природы. Подробнее в следующем сюжете. Игорь Хоронько – один из лучших художников Ставропольского края. Сюжеты его картин посвящены красотам Кавказа, природе и городским пейзажам. Для посетителей своей персональной выставки он лично проводит экскурс, делится тем, что вдохновило его на создание той или иной картины. Те же, в свою очередь, увлеченно слушают маэстро. ЖД вокзал от филармонии. Мы стоим от филармонии и смотрим. Опять огород. Вон. Только летом. Летом огород, сирень цветет. Да. Это Пятигорск, парк «Цветник». Творить он начал еще в детстве и продолжает делать это по сей день. Работы, представленные на выставке, написаны за последние 2 года. Свои более ранние картины он не хранит дома, отдает их в галерее или они становятся частью чьей-то коллекции. Художник считает, что искусство должно служить обществу. Эта мысль отражена и в названии экспозиции. От прошлого настоящего для будущего, как и выставка называется. То есть это вот такой ход вот, мысли моей. То есть я вижу горы, они меня восхищают, потому что фотоаппарат, он как бы не передает вот этого настроения. Он факт несет определенный, там, что-то попало случайно, там, а ты как бы, когда пишешь, ты отстраненно это как бы воспринимаешь. Чеченская Республика стала для Игоря Хоронько еще одним источником вдохновения. Картину с изображением мечети сердца Чечни он подарил главе региона. Он собирается приехать уже в республику, чтобы написать картины о красотах нашего края, о природе нашей, о наших зданиях и так далее. Чеченская публика всегда готова знакомиться с новыми именами в мире искусства. Одним из них стало имя Игоря Хоронько. Луиза Ахяева, Саид Ампукаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Такие события следите за вестями на официальных страницах, в социальных сетях и на платформе «Смотрим» телерадиокомпании «Война». Подписывайтесь. С вами была Мадина Кураева. До новых встреч в эфире.